Saygılı dostlar, Авшам хайыр olsun. Уважаемые друзья, добрый вечер. Нахожусь у президента Гагаузской республики Степана Михайловича Топала. В гостях я анонсировал пару часов назад о том, что 19 ноября давно назревал митинг в Камрате, давно мы его не делали. После вчерашних событий в Чедерлунге, когда родственники и близкие, родные, и вся Чедерлунга практически вышла на митинг несогласных о правосудии, я вот пришел к президенту Степану Михайловичу, чтобы тоже мы призвали как-то гагаузскую общественность, чтобы она была более сплоченной, что ли, в это время. Да, Степан Михайлович, пожалуйста. Да, добрый вечер, Миша. Я рассчитываю, что через вас я обращаюсь к моим землякам, гагаузам, жителям Гагаузии. И хочу отметить, что да, я за референдум, который собираемся проводить вот сейчас 19 ноября. Почему я это хочу? Потому что последние месяцы у нас в Гагаузии творится, тут трудно сказать, что что-то понятное. Поэтому вот то, что произошло в последнее время с Константиновым, вот то, что произошло, так сказать, бывшим депутатом Вулканежского района, то, что происходит, непонятно, и не знаю, куда определиться и как людей направить по какому пути. Поэтому я думаю, что на референдуме, на митинге мы более подробно, вместе со всем народом будем там те вопросы, которые злободневные, вот будем их и освещать, и дорожную карту, как нам дальше идти. Я думаю, что на референдуме мы поднимем вопросы на митинге мы поднимем вопросы о том, как нам готовиться и проводить выборы в парламент Республики Молдова в следующем году. Тут очень большие кривотолки. Кто две квоты 2 человек, кто 3 и так далее. Нет. Тут должен быть точный расчет, а не болтология о том, что кому-то выделяет то-то, там Приднестровье то-то, по Тараклийскому району то-то. Да, я братьям болгарам желаю удачи здесь в этом деле. Но 2 квотами нас обманывать не надо. Поэтому мы с вами и должны об этом говорить 19 ноября. Уважаемые друзья, я думаю, что мы, наверное, коснемся, не можем не коснуться вопроса о Константинове. Он уже сколько времени сидит в тюрьме, и абсолютно, вот я не знаю, кто-то из вас знает, за что он сидит. Нет мотивировки. Мальчик, который потерпел кстати, он уже давно вылечился при помощи, опять же, нашего Константинова. И он ходит уже в школу. Уже родители, слышу, обращаются через эфир к руководству Молдовы. Отпустите человека. Он не виноват, мы его полностью довольны с ним. Поэтому и о нем надо говорить. И о будущих выборах говорить, кстати. И хочу отметить, я давно говорил, что Чедерлунга тут начинает брать верх над Камратом. Они более активны. Мы должны это отметить. Друзья наши из Чедерлунги, дай Бог нам вслед за ними тоже этот митинг провести, как необходимо провести для того, чтобы определиться хотя бы в ближайшее время. Потому что недруги, они уводят нас в сторону и абсолютно непонятно. За что же мы, так сказать, боролись? За то, что мы четверть века тому назад добились, и все, можно сказать, не кривлю душой, когда говорю, что почти все потеряли, так надо же думать о том, как возвращать это. Вот это все, может быть, даже то, что я сейчас с вами о чем не говорил, если мы об этом будем говорить, то мы найдем истину, мы найдем верный путь. Спасибо, друзья мои. Спасибо, Степан Михайлович. Я хочу напомнить, что был у Степана Михайловича, и 19-го мы проводим митинг против этого беспредела, который творится в стране. Свободу Константинову, квоту гагаузской автономии и бойкот следующим выборам. Спасибо за внимание.